В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Ежегодно в первую субботу апреля в республике отмечают День охотника. Праздник учрежден в 2012 году с целью пропаганды и формирования бережного отношения к уникальной якутской природе и повышения культуры охоты. Как развивается охотничий промысел в регионе, расскажет гость студии Николай Дадохов, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Николай Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, сколько в регионе насчитывается охотников-промысловиков и охотничьих хозяйств? Ну, начнем с охотничьих хозяйств. Сейчас, в данное время, 334 пользователя работает на территории Республики Саха-Якутия. У них промысловиков примерно 2000 человек. Но по всей республике охотников-любителей, которые имеют охотничий билет, 110 тысяч человек. Вот такое большое количество охотников. В советское время, конечно, до каждого хозяйства, до каждого совхоза, до каждого района доводились планы заготовок пушнин, которые все сдавали государству, 100% сдавали. А вот сейчас охотпользователи имеют право добывать пушнину, добывать охотничьи ресурсы, которые выдаются по разрешениям: лось, олень, изюбр, косуля, медведь. Ну, основным промысловым видом у нас являются соболь и дикий северный олень. Дикий северный олень в основном добывается в северно-арктических районах. Ежегодно квота составляет 20 тысяч, 21 тысяча особей, а на соболя тоже в зависимости от учетных данных, смотря от плотности, от численности зверя, выдается 65, 70, 75 тысяч лицензий на разрешение на добычу соболя. И вот этого соболя почти 100% добывают. А проводится ли какая-нибудь работа по снижению ставки арендных платежей за охотничьи угодья по промысловой охоте? Ну да, вот было постановление правительства Российской Федерации номер 490, в котором оплата за заключение охотхозяйственного соглашения охотпользователями составляла 1 рубль за 1 га. Но в связи с тем, что некоторые предприятия, общины малочисленных народов имели большие угодья и не могли оплатить вот это из-за того, что плотность животных и отдача от этих земель маленькая. Мы отработали, уже 3 года работали по снижению ставки платы. Да? И в этом году, в марте, внесли поправку в то постановление номер 490, в котором снижена ставка до 10 копеек за 1 га. 10 раз меньше стало. Это ни в каком регионе нету, только у нас. А какие основные промысловые виды охотничьих ресурсов добывают в нашем регионе? Ну вот я уже сказал, основным промысловым является дикий северный олень и соболь. Ну и попутно добывается белка, андатра, колонок, горностай, белый песец, красная лисица, волк, рысь. Изменилось ли законодательство в части приоритетного закрепления охотничьих угодий за общинами коренных малочисленных народов Севера? Ну, эту работу мы провели еще в 2009-2010 годах. По всей республике в 2010 году закрепили за ними охотничьи угодья. Мы ездили в каждый район, там создавали советы по охоте и рыболовству. Они собирали всех своих заинтересованных охотпользователей, организаций, которые занимаются охотой. И между ними распределили охотничьи угодья. Тогда заявительный характер был. Они получили эти угодья бесплатно. И тогда закрепили мы за 412 охотпользователями охотничьи угодья. Угодья общего пользования сейчас остались. С тех 412 охотпользователей сейчас по разным причинам осталось 334 охотпользователей, которые занимаются охотничьим промыслом, охотхозяйственной деятельностью. А какие проблемы на сегодняшний день стоят перед охотпользователями?
Ну, проблемы разные, у кого-то средств не хватает. Методика проведения ЗМУ очень трудоемкая. Для того, чтобы провести зимний маршрутный учет, требуется много трудовых ресурсов, человеческих, много ГСМ, техники, чтобы они охватили все свои угодья, чтобы они все эти маршруты потом на бумаге в заявительном порядке хорошо нам подали, чтобы они квоты осенью получали. Главным приоритетным охотпромыслом является северный олень. Есть ли какие-то квоты, увеличенные квоты для малочисленных народов Севера? Около 180 образований коренных малочисленных народов Севера имеют свои квоты. В основном это квоты малочисленных народов в северных и арктических районах. Анабарский, Оленевский, Жиганский, Булунский. Вот эти районы в основном добывают самое большое количество оленя. А что насчет любительской охоты? Есть ли какие-то новации в области любительской охоты? Ну, в основном сейчас любительская охота, да. У нас, как я уже говорил, 110 тысяч охотников-любителей, которые претендуют на получение разрешений на добычу крупных копытных животных. Это в основном у нас лось, олень, косуля и зюбрь. И ежегодно мы проводим жеребьевку. По закону сейчас жеребьевка проводится в такой пропорции. Например, 35% идет в район, 35% остается в республике и 30% остается тем охотникам, которые помогают в охране охотничьих угодий, в воспроизводственных и биотехнических мероприятиях, в добыче волков и медведей, в регулировании численности крупных хищников. Но в связи с тем, что вот эта квота ровно не делится, в этом году внесли проект закона о том, чтобы все делать 1/3, 1/3, 1/3. 2/3 будут уходить в район, где установлена квота, 1/3 здесь будет оставаться. Поэтому у районов сейчас 66,6%, а республика будет для охотников-любителей выдавать 33,3% разрешений, которые установлены. А какие требования сегодня предъявляют к охотникам? Ну, охотник должен иметь охотничий билет. Если находится в охотничьих угодьях, то всегда должна быть разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, на кого он находится. А в закрепленных угодьях еще нужна путевка от охотпользователя. Путевку он выдает охотнику, потом выдает разрешение тоже на добычу охотничьих ресурсов, на которые будет охотиться, и охотничий билет. Все должно быть у него при себе. И предъявлять должен при первом требовании охотинспекторов все свои документы, что все у него нормально, и охотится дальше. А в какие сроки организована охота в этом году? Сроки сильно не меняются. У нас в этом году весенняя охота на водоплавающую дичь начнется с 21 апреля. Это с подсадной уткой до 20 мая. А основной срок на охоту на уток в центральных районах будет с 11 по 20 мая. И по продвижению на север сроки тянутся дальше. Например, в группе Вилюйских районов уже с 14 мая по 23 мая, а на севере до 5 июня в арктических районах. Постепенно утка прилетает, из-за этого сперва южные районы, потом центральные, потом Вилюйские, потом северные и арктические. Вот такие сроки у нас. А на копытных у нас всегда охота была с 1 октября. Но в прошлом году мы отработали с Министерством природных ресурсов и охоту на лося на все полувозрастные группы открыли с 15 сентября. Обычно в советское время так и было, и охотники настаивали на этом, и мы внесли предложение в Минприроды, и они нам навстречу пошли с 15 сентября. Охота на лося и на копытного открыта.
Есть сроки охоты на реву, на гону, это на косулю, изюбря, на лося, а потом другие виды, такие, например, как снежный баран и каварга, они открываются чуть позже. Мы закрыли в этом году сезон охоты, за прошедший сезон 25 декабря. В Российской Федерации это сроки разрешены до 15 января. Но в связи с тем, что у нас зимой сильные морозы, и зверь выходит на чистое место, так и становится легко добычей охотников на машинах с крупнокалиберным оружием. Поэтому мы сократили эти сроки, чтобы у нас более сохранились наши популяции. Воспроизводственная возможность была большая. Николай Васильевич, праздник День охотника проводится в нашей республике уже в 10-й раз в этом году. Какие добрые традиции празднования этого дня у вас уже сложились? Да, уже 10 лет как учрежден День охотника. И каждый охотник республики с нетерпением ждет эти праздничные дни. Мы уже 25-й раз проводим соревнования среди охотников. Соревнования начинаются Баянай. Там есть разные виды. Викторина. Охотники должны знать правила охоты, орудия охоты, средства охоты. Также соревнования среди охотников. Бег на лыжах, бег по снегу, полоса препятствий. Ведро надо вскипятить в полевых условиях. Надо лунку прорубить. Лед у нас очень толстый. Там тоже. Потом стрельба из малокалиберной винтовки только в этом году, потому что мы проводим в Чурапчинском улусе, там у них нету организованного такого стенда, как у нас около Якутска. Да? Здесь проводили на тире УФСИНа, это пулевая стрельба, и на стенде Берген, который у нас стендовой стрельбой занимается. Так проводили. По всей республике раньше в основном проводили даже в нашлягах, в районах, собирали команды, выбирали всех лучших, команды составляли, приезжали сюда и соревновались. До 15-17 команд доходило. Но очень хорошие потом итоги подводили, итоги промыслового сезона, итоги охоты на волков, охотников, волчатников, гранты Анатолия Ивановича Максимова, биолога, охотоведа, были установлены, награждали тех, которые за прошедший год проявили себя с хорошей стороны. Добыли много волков, медведей. Вот такие у нас соревнования, традиции. Мы стараемся бережно относиться к нашим охотничьим ресурсам, к нашей природе. Призываем всех также относиться и оставлять для наших потомков нашу природу, чтобы в первозданном виде, чтобы там звери были, все было. Вот такие у нас мероприятия проходят. Николай Васильевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы и поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч.